Так, ассаламу алейкум. Витаю вас всех, друзья. Витаю вас всех. Сегодня 12 января 2026 года, 18 часов по Берлину и 20 часов, соответственно, по городу Джохара, друзья. Всех приветствую. Сегодняшний наш стрим называется «Шок». Кадыров воскрес, Путин спрятался в бункере. Давайте об этом и многом другом поговорим. Стрим у нас, как обычно, идет на канале YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Смотреть, я полагаю, безопасно, а вот распространять, писать комментарии и как-то себя идентифицировать для вас может быть небезопасно, друзья. Поэтому будьте осторожны. Дайла Шуал Шдуэль. Шамиль, приветствую тебя. Приветствую, дорогой. Приветствую всех. Алейкум салам, Шамиль. Ислам, Машуэль, Далсаэль. Так. Короче, в Иране, да, я тут зачитался, просто в Иране происходят события, очень трагические события, к большому сожалению. Уже много людей погибло, и сейчас Иран, как утверждает Трамп, просит переговоров с Соединенными Штатами. Будем надеяться, что они договорятся, и как бы Иран откажется от своей ядерной программы, откажется от угроз Израилю, Соединенным Штатам. Будем надеяться, хотя вот это очень, я не знаю, как это будет все решаться. Будем надеяться. Но это как-то сложно, трудно в это поверить. Так. Что у нас по вопросам? Шалом, Иркин, шалом, дорогой. Привет, Старсклайд. Еще одного генерала содержали в России. Что сделали? Задержали, ты имеешь в виду? Или содержали? Так, мощная кепка, спасибо. Привет, планируется стрим с Мусой Таиповым? Нет, не планируется. Задержали, да. Кого задержали? Сейчас мы найдем, кого там задержали. Что такое? Что у нас происходит? Что? Так, смотрите, везде мы слышим какие-то новости, что Кадыров там при смерти, Кадыров умирает, и все подхватывают, распространяют. Я не знаю, для чего это делается, какая-то информационно-психологическая вот спецоперация проводится Будановым или ГУР. Слишком много проводит этот Буданов, эти спецпсихологические операции, которые выеденного яйца не стоят на самом деле. Знаете, у российской стороны есть тикток войска в лице Кадырова. Такой же тикток воин, по-моему, этот Кирилл Буданов.
очень похожи. Это Апти Алаудинов и Лапти Аладдина и Кирилл Буданов. Это, по-моему, два брата. Или, может, служат одному хозяину. Не знаю. Не знаю. Но очень сильно распространяет эту информацию. Для чего это делается, не знаю. Знаю, что ГУР и Кирилл Буданов делают все возможное, чтобы просто легитимизировать пророссийских самозванцев, которые находятся в Украине. Не знаю, для какой цели, но вот эта работа ведется. И такая вот борьба ведется. Поэтому, по моей информации, у меня, конечно, нету очень близкой достоверной информации, сразу предупрежу. Кадыров жив пока, не в больнице, и ничего с ним такое не произошло. Зачем распространяет, опять же, непонятно. Каждый день, когда смотришь российские каналы, вот взрыв в России, вот сейчас Кадыров пал, Путин бежал, еще это. Ну, просто смешно даже это читать. Да, та сторона применяет какие-то, не какие-то, постоянно лжет, постоянно дезинформацию делает. Но и то она иногда останавливается и чуть-чуть начинает говорить правду, чтобы все не затиралось, так, глаз не замыливался, так сказать. Эти постоянно какую-то чушь вбрасывают, да, что Пригожин какой-то переворот делает. Да, если так посудить, Пригожин делает переворот, ну хорошо, если делает переворот, правильно? Ну, а в итоге получается, что Пригожин выявляет всех российских генералов, которые недовольны войной. Представьте себе. И кому тогда помогает Пригожин? И тот, кто считает, что вот на самом деле какой-то бунт был. Не было никакого бунта настоящего, на мой взгляд. На мой взгляд, не было. Было очевидно, что это никакой не бунт. И вот сейчас начали распространять информацию. Но на самом деле дела... Сейчас, подождите, вернусь к этому. Дела обстоят совсем иначе. Дела обстоят следующим образом. Ну, Кадыров Рамзан назначил своего старшего, по-моему, сына Ахмата 5 января 26 года назначил 20-летнего своего сына исполняющим обязанности заместителя председателя правительства, вице-премьером Чеченской Республики, временно оккупированной. При этом этот же Ахмат сохранил за собой должность министра по физической культуре и спорту. Всех спортсменов курировать, физически крепких парней курировать будет этот. Назначение произошло по представлению действующего председателя правительства Магомеда Даудова, который и остается премьер-министром. Одновременно вице-премьером стала еще другая консерва Ахмед Дудаев, министр по национальной политике и информации. Это повышение – часть семейного укрепления позиций в руководстве республики и так далее. Помните, Магомед Даудов пытался сместить Рамзана Кадырова, потом у них там своя драчка внутри была. И фактически Рамзан Кадыров после смерти, его должность должен был занять Магомед Даудов. Потом вот этот, как его, Ахмед Дудаев, министр по национальной политике, я думаю, его из-за фамилии туда поставили, чтобы ту фамилию Дудаева запачкать. А так он абсолютно некомпетентный чувак. И его просто поставили, я думаю, только из-за этого. Ну, из своих агентов, да. Этот взял у него интервью у Даудова, и там Даудов говорил: нет, я не претендую на власть и так далее. Хотя было очевидно, что именно к этому идет. И после этого Кадыров начал укреплять свои позиции, то есть клан Кадырова, не только Кадырова, вокруг Кадырова очень много, например, братья Демельхановы, они напрямую очень тесно сотрудничают с Золотовым, который возглавляет Росгвардию. Это непосредственно уже вокруг самого Путина люди. Ну и, конечно же, они постоянно, Адам Демельханов, например, постоянно проживал, раньше, по крайней мере, проживал в отеле «Президент»,
рядом с Государственной Думой, рядом с Лубянкой и недалеко буквально от Кремля. В Одинцовском районе Москвы постоянно находились, постоянно дежурили кадыровцы, потом ингуши, потом еще какие-то там группы вот эти разные, которые в случае чего быстро должны были выскочить и защищать Владимира Владимировича, да. И вот сейчас мы видим, Кадыров предпринимает шаги, и его клан предпринимает, что в случае даже его гибели, что никакие там патрушевские, а Магомед Даудов утверждает, это патрушевский выкормыш, я полагаю, как и вот этот Ахмед Дудаев, они не получат никаких постов. Ну, такая вот у них ситуация внутри развивается. И ГУР каким-то боком постоянно им мешает вот именно Кадыров. Ни Путин им не мешает, ни настоящая власть им не нужна. Ахмед Закаев, например, он, исходя из того космоса, что они меня пытались вербовать работу на российские спецслужбы, я живой свидетель этому и подтверждаю, не говоря уже всю деятельность Закаева, которая была античеченской, антигосударственной за все это время. И когда какую-то табличку им переименовали, когда в Украине улицу Дудаева, Патрушев отметил это, сказал, что это непозволительно, плохо и так далее. Фактически Патрушев сделал такой контакт. Вот есть такие товарищи, НИИСО там, да, есть, вот они здесь, постоянно они там информацию достают. Такая информация, как будто у них в дежурной части города Грозного находится там свой человек, и он выдает информацию. И причем они рассказывают не про Россию, не про ФСБ. Да, по-моему, это было, Бандерок, это было в Полтаве. Хотя в нескольких уже городах уже в Украине переименовали. И один из был. По-моему, это была даже Полтава. И тогда Патрушев отметил, там, вроде бы такое незначительное для Патрушева такое действие, и отметил. И я сделал вывод, что непосредственно Закаева курирует Патрушев. Вот сейчас, например, как и Даудов, это целая сеть такая. Это просто слепой не может этого не замечать. Слепой. А специалист в этой области, они все должны это замечать и видеть. Может, Буданов не видит, но остальные все должны это видеть. И есть такие вот, НИИСО такой канал. И они достают информацию, потом они рассказывают про чеченцев, которые там кого-то пытают и так делают. Очень хорошо, правильно, все имена, фамилии должны быть. Но называют пешек. Ни о чем, ни о ком просто называют. Этих пешек отправить завтра на войну, это садисты. Вот кто пытает, это специально у них такие люди есть. В каждом отделе они есть, один-два их перебрасывают, где нужно пытать людей, потому что нормальный человек людей пытать не сможет. Я так думаю, но это не выдержит, даже если один-два раза попытает, после этого он сопьется или застрелится. А этим нравится, от этого кайфуют там и все такое. И вот сейчас в Турции, я был удивлен, вот эти НИСО, МИСО, там еще какие-то вот эти пропагандисты исламистские, у них там где-то полиция турецкая заскочила, спецслужбы, что-то такое. Прямо удивлен, да, позицией Турции, да. И в это время есть такой один здесь был, проживал здесь в Европе, Джамбетов, майор, закаевский майор, тоже у Закаева такие все в основном. И он сейчас, его как раз в Турции задерживают, вот этого НИИСО, который там возглавляет, чувак один. И его дом, представьте себе, заходит вот этот Джамбетов и говорит, теперь я его экспроприировал, это мой дом, теперь это я здесь буду жить, сейчас я порядок наведу. Понимаете? Понимаете, его в Турции задерживают, сразу же Джамбетову дают команду, быстро скажи, что ты дом отбираешь, что его преследуют. Вот как это работает. Да, реально преследуют, реально кого-то там забирают, кого-то пытают, кого-то убивают. А некоторых имитируют, что как будто забирают, как будто пытают, как будто еще что-то делают. Понимаете? Вот какая ситуация. И вот в связи с этим видно, что Кадыровы укрепляют свой режим, свои позиции, скажем так, режим российский, оккупационный, но укрепляют свои позиции в этой системе.
и Магомед Даудов, Ахмед Закаев, они бы, наверное, Кириллу Буданову это все устраивало бы, если туда вернулись бы, там Магомеда Даудова сделали главой, еще что-то там случилось. Не знаю, там, какая у них там каша, но ситуация вот так вот разворачивается. И я сегодня решил назвать свой стрим именно поэтому «Кадыров воскрес». А Путин реально, по-моему, опять в бункер спрятался, потому что что-то не слышно. Путина куда-то опять подевался. Хотя, если мы наблюдаем такие странные вещи, что, возможно, Путину ничего и не угрожает, если он так будет Мадуру сдавать, там, я не знаю, кого он там, Башара Асада, Сирию там сливать, Нагорный Карабах сливать, что он? Ну, все сливает. Все отдает под контроль американцев. Понимаете? Почему такой контроль был у России, у Венесуэлы? И так все резко изменилось, и теперь Трамп говорит, все это мое, я здесь отвечаю. И вот возникает такой вопрос, откуда такая уверенность? А может быть, те войска, которые там находятся, российские, там, ЧВК «Вагнер», там, некоторые говорят, ЧВК Кадыровый там находится, может быть, все оставили на местах и просто присягнули уже Соединенным Штатам. Так может быть. Короче, вот такие вот интересные вещи происходят. Очень странные, очень подозрительные, но такая вот ситуация. Поэтому грязня идет, и позиция Украины меня очень интересует, очень странно. Например, когда Ахмед Закаев, человек Ахмед Закаев, потом после этого Ахмед Закаев вроде отбежал от него, что-то там оттолкнул его, сделал вид, что его уволил, мне говорил, что он у него не работает, а потом якобы дал приказ, что он его уволил. Ну, короче, своя вот эта обычная, вот это свои трюки, короче, обычные. И мне вот этот вербовщик предлагал работать в Украине. Вот сейчас, как, наверное, Муса Ламаев, там другие. Это все пророссийские консервы, потому что их деятельность по-другому никак не объясняется. Потому что вроде они изображают из себя каких-то религиозных, каких-то там радикалов, но я понимаю, религиозный радикал – это человек, который верит в это. Да, если он вышел, особенно в наше сложное, трудное время, когда за это тебя убьют, твоих родственников там будут и так далее. Ты на Западе, не в России, короче, нигде у тебя нету как бы поддержки, так сказать. Хотя на самом деле у демократов нету этой поддержки. У чеченских демократов этой поддержки нет. А у исламистов она есть почему-то. И они меняют позицию. Там, может, им врать просто можно как-то, у них ведь там своя какая-то тема, там нужно обмануть там туда-сюда. То они демократы, то они... Меня они долгое время дерьмократ говорили, мне тут кричали. Теперь все стали дерьмократами. Вот они самые настоящие дерьмократы, да. Абсолютно бесстыжие, аморальные люди, короче. И вот меня предлагали работать против Украины. Представьте себе, мне говорят, иди работай. Я об этом говорю, пишу, говорю, распространяю об этом, везде все говорю. Абсолютно спокойно приезжают туда, там находятся. Но я не думаю, что особо спокойно они там находятся. Но все равно там на всех каналах, подоляки, всякие вот эти. Сейчас Ермака убрали, поставили Буданова туда. Послушаешь украинцев, ну, на Буданове клима оставить негде. Начиная от Вагнера, которого, ЧВК Вагнера, который в Беларуси там сдали, он Червинский об этом рассказывает. Ну, много абсолютно антиукраинских действий. И в первую очередь для меня индикатор это, конечно, чеченский вопрос. Чеченский вопрос просто незаконный. Человек, Ахмед Закаев, абсолютно нелегитимен, незаконен. При живом президенте неоднократно пытался захватить власть, узурпировать власть Чеченской Республики. При живом президенте еще никто не отказал. Еще при Масхадове он пробовал, потом при Доке Умарове он этим же занимался. И уже еще Дока Умаров не объявил Амират, тогда это называлось Амират. Вначале это Удугов и российские кураторы прокололись и называли это Амират. Потом они переделали это потом на Имарат. Потому что по-арабски это Имарат. А они по аналогии с имаматом написали Амират. Раз раньше был имам Шамиль, у него был имамат. А раз Дока Умаров Амир, значит у него должен Амират.
Ну, абсолютно некомпетентные товарищи. А по-арабски пишется имарат по-арабски. И человек, который написал Амират, мог быть только мыслить как русский, русским мировоззрением человек, русским пониманием, только он мог вот написать Эмират. И так назывался вот Эмират Кавказ, который сейчас там сидят другие люди, там еще что-то там про Эмират вспоминают, вспоминают. Они на эту вещь нужно было обратить внимание. Ну вот таким вот образом нас вот делят, дезориентируют, там работа ведется. И вот еще Дока Умаров не объявил о создании Эмирата, тогда Закаев уже объявил себя премьер-министром. Стоит отметить, у нас нету должности премьер-министра отдельно. Есть эта должность, исполняется президентом. То есть кабинет министров возглавляет президент. То есть Закаев объявил себя президентом. Причем при живом Доке Умарове. Причем Дока Умаров еще не объявлял ни о каком Амирате. За месяц или даже за 3-4 месяца до этого уже начал он эти сказки распускать, говорить, что Дока там получил там 500 миллионов, там, ну и вот такая вот разная, вот, что Дока на ФСБ работает, там, и так далее, и так далее. До этого он с Масхадовым такой же трюк попробовал сделать, потому что премьер-министром себя назначить, ну что-то у него не получилось. Ну, устраивает. Ну, для Запада он удобный собеседник. Он на все соглашается, говорит, да, да, конечно, я выполню и так далее. И для Запада фактически, который бросил нас в объятия этого зверя, людоеда, удобный собеседник Ахмед Закаев. Вероломно, цинично, лицемерно, но вот такая вот политика на Западе и в мире в целом, короче, всегда такой была и так далее. Но чеченский народ не поддержит. Я всех на Западе вас предупреждаю. Никогда в жизни Ахмед Закаев не поддержит. Понимаете, не поддержит. Ему придется убить больше людей, чем Кадыров убил, Россия, ФСБ убили. И только, хотя он это с удовольствием сделает, я в этом не сомневаюсь. Там, наверное, трупов на Закаеве просто клейма ставить негде. Прямо сам, может быть, и не ликвидировал, но много-много сделал такого, что чеченцы никогда ему этого не простят. Или как на штыках, как Кадыров придется сидеть. Убивать, 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 убивать. Поэтому Запад снова идет по такой тропинке, где не то, чтобы Запад поддерживает, я не вижу поддержки, но намеки такие через Украину, там еще как-то намеки такие есть. Поэтому репутация Запада, которую я пытаюсь обелить, как-то ее восстановить, ниже плинтуса среди чеченского народа снова упадет. И это, да, если так будет продолжаться. Так, на всякий случай, чтобы понимали, да, с чем вы имеете дело, товарищи эксперты, которые считаете себя, что вы вправе распоряжаться вот так постгеноцидным народом, который очень сильно поверил и многое сделал против нашего общего врага. Но вы поступаете не как союзники, вы поступаете как мародеры. Мародеры, которые, как Закаев пытается мародерствовать с этой властью, вот вы с этим мародерством взаимодействуете. Так, чтобы понимали. Так вот, вот эта ситуация в Украине абсолютно неприемлема. Украина, не украинский народ, не украинские воины, а власть в Украине заменили на Ермака, шило на мыло поменяли. Ермака. На Западе очень Буданова принимают, очень там верят ему, там туда-сюда. Наверное, тоже очень хороший собеседник, удобный собеседник, наверное. Но дарят какие-то медальки, Буданов дарит какую-то медальку, которую нелегитимный Закаев сам изобретает, сам ее рисует, сам ее создает и раздает ее. Этому Зеленскому дают. Владимир Зеленский. Вам дали фейк, липу, настоящий. Вы знаете, получится как Кадыров, который изображает из себя супер чеченского воина, пользуясь именем супер чеченских воинов, которых он, перейдя на сторону России, вместе с русскими убивал. Вот приблизительно, Владимир Зеленский, вы тоже оказываетесь в той ситуации. У вас супер какая-то медалька, только она только фейковая. Понимаете, как и Рамзан Кадыров. Поэтому не очень будет
вам хорошо, вы там, Буданов ее вам передает. Позор просто, позор. Начиная от Невзорова, Киселева и вот этой медалькой, это позор на власти в Украине и всем остальным, кто там это все поддерживает. И еще очень, не хочется постоянно об этом говорить, но важно сказать, меня очень сильно удивляют чеченские воины, которые там находятся. Очень меня удивляет. Неужели вы сами мне говорили, кто такой Закаев? Вы говорили мне, что он там поедет, там работать туда-сюда. Исыл Мунаева убили, и все, после этого вот такая вот ситуация разворачивается. Первый туда пришел демократ, чеченец, который за Дудаевский был, за свободных чеченцев был, который понимал, кто такой Закаев, прямо говорил, что Закаев это никто, он ровным счетом себя ничего не представляет в чеченском обществе и никогда не будет представлять, понимаете? У Зеленского хотя бы был рейтинг, у него там после фильма его раскрутили там и так далее. А у этого рейтинга даже нет, понимаете? У Закаева 0 рейтинг. Ну, в принципе, наверное, он на власти не претендует. Чуть бабки заработает. И, как говорит Кадыров, кусты, наверное, заскочит. Поэтому это очень показательно, то, что происходит. Очень показательно. Но ничего, ничего. Мы и похуже видели времена. Будем дальше бороться. Будем дальше бороться. Так. Вот такие вот дела. И разные закаевские вот эти шнырки заходят сюда и начинают мне оскорбления писать. Когда я Закаева разоблачаю, вот эту всю систему разоблачаю. Ну, что вы заходите сюда? Ну, выйдите в эфир, скажите прямо. Он Аят Идигов прямо позвал. Вы постоянно терроризировали Аяда Идигова. Пожалуйста, Аят, сядь с Закаевым. Он же там премьер, он там это, там то, все, короче. И Дигов сказал, хорошо, давайте приходите, вот давайте прямой эфир сделаем, давайте под запись все поговорим, сделаем. Тишина, тишина. Вот меня удивляет, вот в Украине тот, кто наши воюют, меня удивляют, да, молодежь они обманывают. Вместо того, чтобы вот эти Закаевы обманывать, а вы это все, вы это легитимизируете этим самым. Я не знаю, может вы за это деньги получаете, я просто не знаю другого объяснения. Почему у вас это происходит? Для меня это просто необъяснимо. Почему это так происходит? Вот заходят такие вот вещи. Придите, давайте расскажите, давайте на детекторе лжи я позвал. Давайте, кто из вас смелый, кто из вас честный. Давайте на детекторе лжи публично проведем. Мне власть не нужна, мне деньги не нужны, мне власть не нужна. Мне нужно, чтобы вы не обманывали чеченский народ. И мне нужно, чтобы вы снова не бросили в огонь мой чеченский народ, который вы собираетесь бросить. Собираетесь бросить. Ну, короче говоря, вы все это видите, да? Самые-самые, запатентованные, непонятные чуваки оказываются вот рядом с этими. Непонятно, да? Алейк салам, Буали. Алейк салам. Вот такая вот ситуация у нас разворачивается, друзья. И нам это нужно знать. Нам нужно знать, чтобы нас, чеченцев, не обманули. Если мы будем молчать и ничего не говорить, не называть вещи свои. Мне говорят часто, Майара, церш Майара, не говори прямо имена. Ну, говори обтекаемо, там, то, все. Я согласен, да, это неправильно говорить имена, это небезопасно, это там туда-сюда, там и так далее. Но я же открыто это говорю, я не за спиной говорю, я не пишу ни на кого кляузы за спиной. Все, что я делаю прямо и открыто. И если я с чем-то не согласен со мной, придите ко мне, может в эфир придите, мне с вами втихаря разговаривать не о чем, по телефону там, это все, это чушь собачья, да? Вы потом говорите, не сказал я или не так сказал и так далее. Прямо прямые вопросы, мы же народное, вы же народ собираетесь представить, вы же публичные люди. Вы же не кто-то там, вы же от имени народа, кто воюет от имени народа, там, побеждаете вы от имени народа там, и так далее. Ну, поэтому вы народ хотите обмануть. Если не называть этих людей по именам,
то тогда эти люди, у нас мы, чеченцы, такие, если там прямо не называть по именам, там, ну, это там вопрос, не доказано, там, я своими глазами не видел. Вот такие вот эти все это трюки бывают. Это, с одной стороны, правильно, но с другой стороны, когда у тебя слишком много критически набирается доказательств, что люди работают против чеченского народа, а потом у тебя оказывается, что твой чеченский народ ведут еще в огонь дальше, то ты просто вынужден это делать. Если ты называешь имя Патрушева, называешь там Кечкина, Путина, то эти кто такие? Эти кто? Это их марионетки, которые их управляют. Понимаете? Это их марионетки. Они работают на то, чтобы наш чеченский народ превратить в исламистов. И Сумунаева, демократа, законного, независимого человека убили. Понимаете? А остальные остались, которые исламисты, прямо скажем, исламисты. Правильно? Я их поддерживаю, я знаю, там нормальные люди есть, искренне сражающиеся. Но сам факт, ты можешь сам быть не в курсе, тобой могут манипулировать, тебя могут использовать, на тебя могут воздействовать. Понимаете? И сам Мунаев погибает, батальон Джахара Дудаева, который от нашего президиума, там с ним что-то, какие-то манипуляции происходят, там, тут что-то, как непонятная ситуация. И это приезжает, и все, он теперь там заведует, его там принимают. Украине некоторые товарищи делают вид, что он не самозванец, понимаете? Так что как этой власти верить? Кто там в этом? Я не буду доверять, и чеченцы не будут доверять. Ни один нормальный, уважающий себя чеченец не пойдет воевать под этими людьми, под этими руководством, под этим знаменем. Никогда. Жизнь отдавать, это, под этими людьми, это просто глупо будет под командованием этих людей. Поэтому там нет, дорогие украинцы, там нет чеченцев. Здесь десятки тысяч молодых чеченцев, которые с удовольствием бы приехали в Украину и сражались бы. Но этого не нужно. Понимаете? Не нужно десятки тысяч чеченцев, которые сражались бы. Потому что если бы это была бы настоящая чеченская власть, как Верховная Рада приняла постановление о том, что наша территория оккупирована и над нами совершен геноцид. Если бы те, кто принял, продолжили бы эту линию, честно, то чеченцы туда приехали бы. Ну, во-первых, не приехали, потому что не верят, а во-вторых, это была бы помощь Украине, поддержка Украины, мощнейшая поддержка. И те, кто на той стороне воюет, ваша программа «Вот хочу жить», Закаев приехал, передал человека. Прямо молодой чеченец Киргиз Мусиханов перешел на сторону Украины. Закаев приехал вместе со своим майором Джамбетовым, и потом передали его обратно. Вот вам. Как Евгения Нужина, которая кувалдой потом вагнеровцы убили. Кто после этого пойдет сдаваться в Украину? Вот как с вами воюют украинцы. Специально война затягивается. И потом, когда чеченцы сформировались бы там, 1000, 10 тысяч, 20 тысяч там чеченцев сформировалось. Здесь у нас более 300, некоторые говорят, 400 тысяч живет в Европе. И вся молодежь просто каждый день потребляет эти новости, хочет понять. И они с удовольствием влились бы в вот эти ряды, вот эти, которые там есть. Просто кто такой Закаев, все знают, даже без меня знают, кто такой Закаев. Мне они звонили и говорили: эй, ты дурак, что ли, ты что Закаева поддерживаешь? Когда я его поддерживал, когда я тоже не понимал этого. Понимаете? И если сформируются чеченские настоящие военные силы, то они будут представлять угрозу для России. Не только на фронте, но как только победим, поедем в Ичкерию, там победим. Вот это будет уже наша чеченская сила. Так вот, в Украине не нужна эта чеченская сила. По какой-то причине Кириллу Буданову это не нужно, Владимиру Зеленскому это не нужно, еще кому-то там, кому-то чего-то там не нужно. Вот поэтому какая-то имитация идет. Имитация. Вот вся постоянная имитация. Да, там сражаются в разных подразделениях. Чеченцы гибнут. Да, Ладвот, Обалдуэльце, Масира. Много уже погибло. Много чеченцев погибло. Но никто не за Закаева, не там за это идет. Понимаете? Вот какая вот интересная вещь получается. Но эти вещи мы должны озвучивать. Поэтому приходится имена называть, прямо говорить об этом.
Ну, если вы взялись представлять такую великую ношу на себя взвалили, чеченский народ, то будьте честными. Если вы заработать хотите, идите в бизнес. Не надо на чеченской крови, постгеноцидном чеченском народе зарабатывать. Идите в бизнес, идите таксуйте или еще что-нибудь делайте, на стройку идите. Но не зарабатывайте на чеченском народе, да, хватит, хватит. Попили вы кровушки, да, хватит. Нам не хватало, да, еще чтобы продолжали пить эту кровушку. Поэтому не идут туда чеченцы. Поэтому не идут. Сидят, смотрят. Многие не умеют хорошо по-русски написать здесь комментарии. Многие не видят смысла писать комментарии. Но сражаться мы умеем и любим. Понимаете, это наша культура. Мы в военной культуре, у нас военная демократия. Мы всегда так жили. И все мечтали поехать туда. Но когда туда пригласили Закаева, все сказали, что все это все гиблое дело. Туда ехать нет никакого смысла, понимаете? И какая-то имитация идет полностью. Ты спрашиваешь, ребят, а что вы сфотографировались с Закаевым? Я там спрашиваю. Как, ты же говорил мне, Закаев, ты сам мне говорил, что Закаев там предатель, что он на русских работает. Как ты с ним взял, сфотографировался? Я своему другу спрашиваю. Он говорит, ну так получилось, там толпа, все стояли, честно, не случайно. Вот так говорят. Вот это кто на фото стоят, да, есть там свои какие-то там, может, за деньги, может, еще там вместе повязанные в чем-то в своем деле. Может быть, кто работает на русню, такие тоже там есть. Но в основном, говорят, ну, так получилось, да, так сложилось. Да. Вот такие вот интересные вещи происходят в Украине. Да. Украина хочет к себе справедливости. Украина требует справедливости, но она не хочет этой справедливости к нам, чеченцам, почему-то. По какой-то причине странной, да. Ну, давайте дальше. Мы тут вернемся. УПН генерал связан в основном с убийством генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ. Взорван в декабре. Нет, это не то. В январе, как часть СВУ, доставил. Нет, это не то. Так, что-то я не нашел, Иркин, по информации про задержание. Напиши, пожалуйста, это если что. Аслан, твой шорс про Лезгистан продвинулся по сравнению с предыдущими. Старскрайт, ну, ты видел, наверное, да? Как реагирует сразу. Как это болезненная тема. Ее будут раскручивать. Я еще раз и еще раз говорю, мне там один зашел, я там что-то там про, я не понял, на какой стороне был, на азербайджанской или на лезгинской. Я не про азербайджанцев, не про лезгинов ничего плохого не сказал там. Наоборот, я призвал только не сейчас, пожалуйста, какие бы у вас конфликты не были, я как чеченец, как немолодой уже, скажем так, чеченец, призываю к единству, хотя бы временному. Я понимаю, да, у нас, мы же кавказцы, мы мудрый народ, мы считаем, что у нас там, умные люди есть, там, аксакалы есть и все такое. Давайте вы можете отнести меня к аксакалу. И я просто призываю, чтобы просто ни лезгины, ни азербайджанцы не враждовали. Просто прошу вас, искренне прошу, честно прошу, потому что сейчас это очень-очень опасно. Понимаете? Сейчас это очень опасно для всех, для всего Кавказа. Понимаете? Как-то так. Поэтому, пожалуйста, не стоит на меня так набрасываться. Да. Салам маршал Думасан. Аслан прочел название страны, и вот ответ. Воистину воскресе. Делишь салам маршал Евгений. Шалом алейхим. Да. Так, наверное, они хотят все на Кадырова свалить, типа из-за него началась СВО, и не удивлюсь. Ну, к этому все идет, Иркин. У них главное это Путин, это война Путина, не война России, не война ФСБ. ФСБ уже выгораживает, прямо открыто выгораживает. Потому что ФСБ слишком много сделала
полезного и для Украины, и для Запада, что всю ФСБ сливать никто не хочет. Это, к сожалению, это правда. К сожалению. Да, они потери понесут какие-то ФСБшники, кто-то там под корягу заползет. Но, во-первых, их всех уничтожать, они начнут тянуть и сдавать всех, кто им помогал. А здесь много что в этом мире произошло, да, и в том числе в отношении чеченского народа, что не захотят их сливать, я так думаю. А, к большому сожалению. И это вот это катастрофа. Катастрофа. И они заползут под корягу, побудут немножко. И еще они остаются, у них в руках остаются рычаги управления Россией. Очень много, сильно, не только России, и на Западе, везде. Понимаете? И их просто будут выжимать у них информацию, и дальше их будут использовать. Поэтому ФСБ судить никто не будет. Никакой люстрации, если только формальную какую-нибудь проведет, я уже не верю. И поэтому вас обманывать не буду. Может быть, я ошибаюсь. Может, проведут, может, такое произойдет. Там, люстрация, там, то, все. Но, скорее всего, этого не произойдет. К большому сожалению, друзья. Большому сожалению. Это ФСБ объявило меня террористом, экстремистом, там, заплатила уже за мою голову и так далее. Поэтому мне как бы особо как бы э, открещиваться от этого нет никакого, не было бы смысла. Да? Ну, по большому сожалению, так это. Я вижу, что их спасают, их оставляют. Они все ложатся, бросаются в ноги американцам, англичанам. И англичане, и американцы, скорее всего, используют их, соответственно, ну и не будут их, я думаю, не будут их привлекать. Посмотрим, да, посмотрим. Так, дай Бог, чтобы я ошибся, да, дай Бог. Валейк салам, Осман. И все свалят на Кадырова и заживут. И все будет у них отлично, да. Валейк салам, гражданин Чкери, Машвуль. Владимир Владимирович. Да, Владимир Владимирович. Так, слава Украине, за волонтерам и нашим союзникам. Героям слава, Алекс Фокс. Так, что у нас дальше? Sevdik Yılmaz Servacı, добрый вечер, всем мира. Дал Узель, Айвель Сюрдик. В Венесуэле была охрана у Мадуро из Ахмад-Чай, и, видно, разминулись войсками США. Да. Про Путина еще говори. Путин. Чё? Путин. Так. Путина уже в аду заждались. Этот Муса Ламай называл чеченцев демократами и отщепенцами. И что они ведут себя так только в Европе под защитой европейских прав человека. Да, конечно. Да. Ну, я знаю этого человека, это вообще, это ноль. Человек ноль, понимаете, и все. Абсолютно пустое место. Так. Абсолютно управляемый человек. Еще один раз исламский радикал построит свой шариат Чечне, второй раз создавать будет ошибка. Государство должно быть верховенством современного закона и конституции. Так. Помню, раньше говорили про Кадырова, типа чеченский президент. Это смешно, конечно. У Закаева руки в крови. Конечно, а ты считаешь нет? Я думаю, по макушку он в крови. После геноцида нашего народа, эти люди, которые сидят здесь, изображают из себя таких ярых патриотов, такие лицемеры, старики уже, представьте, им за 60, под 70 лет, им уже скоро, да, повестка придет, а они еще вот это все занимаются. Просто позорище, да. Так.
Почему русских? Не знаю. Не знаю. Так, РРБ. Уберем из пропагандистов, да. Пророссийских пропагандистов. Любой, кто сейчас, вот столько уже лет, я это говорю, 2-3 года распространяю. Любой, кто в Украине, там, на фотографиях с ними, там, кто вот там поддерживает Закаева. На всю свою жизнь они историю себе портят, понимаете? Репутацию они себе портят. Фотографии случайно оказались, не случайно. Закаевский был, все, вот так будет. Это запятнан будет человек, да, свою репутацию запятнал. Но это сугубо их личное дело, конечно. Я говорю, как могу, да, рассказываю, распространяю информацию. Так. Крымцы, Украина. Ассаламу алейкум из Черкесии, братья. Валейкум салам, Черкесия. Так. Я не знаю, Закай в Украине нет, но если ты говоришь, значит так и есть. Я тебе верю. Я просто так выдумывать не буду. Мне зачем? Я же открыто говорю. Я здесь сижу, ни от кого не прячусь, не бегаю. Я готов на детекторе лжи подтвердить. И бостонский теракт я готов с Закаевым обсудить. Я много что готов сделать. Прямо открыто. Мне ничего не нужно, ни пост не нужен мне, ни денег не нужно мне. Мне надо, чтобы мой чеченский народ, который они сейчас собираются окончательно уничтожить, да, к этому ведут. Просто эти озолотятся, просто немножко денег заработают, там миллиончик, тут миллиончик к руке приклеится у них. И все. Вот весь уровень этих людей, понимаете? Но им деваться некуда, они уже на крючках сидят там. Там столько крови, столько убийств, столько провокаций против чеченского народа, что там деваться уже некуда, да? Просто некуда. Понимаете? Поэтому они будут дальше это продолжать. Но это сугубо их личное дело, да, пусть продолжает. Так. Слушай, человек мира, хватит мне засорять, я тебя сейчас забаню. Хватит мне вот этой ни о чем, да, о пустышке у меня здесь рассказывать, да. Еще одной консерве ГБшное дело. Так, что у нас происходит? Гренландию, говорят, хотят захватить американцы. И сейчас Гренландия, говорят, давайте, говорит, переименуем остров Гренландия в остров Эпштейна. И может тогда Трамп отстанет от нас. Ну, такая шутка гуляет. Дикция шуду. Вот, смотрите, пропагандист Владимир Соловьев предложил начать СВО в Армении и Центральной Азии. Послу России в Ереване вручили ноту протеста. Вот. Начинается, Кавказ раскачивает они. Смотрите, как раскачивает. Раскачивает. Ситуация сейчас в Иране пока взрывоопасная. И в этот момент теперь нужно сейчас что-нибудь намутить. Да? Сейчас
Дагестан, лезгинов, наверное, подначивают. Пожалуйста, лезгины, если вы не дураки, если вы не провокаторы, если вы реально хотите для себя, для своего народа какой-то пользы, то сейчас это не самое время. Это вас сейчас будут использовать, лезгины. Будут и против армян будут использовать, и против азербайджанцев будут использовать. Да, не знаю, мне там пишут, у нас ты ничего не знаешь, у нас там такие проблемы. Больше, чем у нас, у вас проблем нет. Почему вы не встаете против России, которая вас убивает, вот тоже оккупирована? Ну и так далее. Я могу много что говорить. Но я не оспариваю, что у вас там нет проблем с азербайджанцем или там Азербайджан вас не ущемляет. Не спорю, я не знаю просто. Все бывает, власть, она такая, в любой стране всякое может быть. Я с этим не спорю, особенно к меньшинствам могут относиться. Хотя в Азербайджане огромное количество разных меньшинств, разных национальностей и религий, и у них никаких особых проблем мы не видим. Ну, допустим, они у вас есть, и я не буду спорить, они есть. Просто сейчас не делайте того, что делаете. Вы не добьетесь того, что вы хотите добиться, если вы сейчас будете выступать против. Подождите этот пик. Год, два, три. И потом садитесь с азербайджанцами, разговаривайте. Мы сядем все вместе. Обещаю лично быть, присутствовать, помогать решить этот конфликт всячески, с чем смогу. Ну, давайте чуть-чуть выждем просто. Сейчас время проекта Кечкин. Проект Кечкин запускается. Давайте не будем поддаваться на проект Кечкин. Да? Валейк салам, Инг. Валейк салам. Асан, сколько мирных убито в Иране в эти дни? Да, убито уже достаточно. Сейчас я смотрел видео, много трупов лежит. Да. И это, знаете, чего я боюсь? Вот сейчас все поддерживают, вы видите, какие великие эти борцы за свободу. Женщина платок сняла, она закурила. Кстати, курить больше всего людей погибает даже больше, чем от войн, от курения. Так, на всякий случай. Ну, стоит, платок скинула, там, от Хаминии прикуривает, там, сигарету. Ну, красиво, круто, там, вау, символ борьбы за свободу. Только завтра, если это сейчас не попрет, вы все опять перестанете их поддерживать, как это было в Сирии. Вот что я боюсь. Вот что я боюсь, что народ поднимется, если у них что-то не попрет, потом придут исламисты, потому что воевать только они, кто уже готов жизни отдать. Все хотят сдалека, с дронами, там, где-то командовать, там, туда-сюда. А исламисты вот так использовать, да, вот давай за веру, за Бога, вперед, там, туда-сюда. И потом всех оставят, и все. Ну да, храбрые ребята были, такие благородные, так молодцы, сражались против этой. И потом и пшик. И причем борются за что? От одной диктатуры за царя борются. Представьте, за принца Шаха борются. Ну тоже, ну вот ничего, елки-палки. Демократов что ли нету? Найти там, чтобы демократически, чтобы была поддержка. Поэтому странное. Плохо, короче, плохо. Так, валейк салам, Татарстан. Так. Трамп хочет разрушить НАТО. Не хочет он разрушить НАТО. Как он может разрушить НАТО? Нет. Нет, конечно. Трамп хочет... Смотрите, на самом деле логика Соединенных Штатов Америки, она абсолютно ясна. Весь мир присосался к Соединенным Штатам Америки. Давайте по-объективному, да, не так, как мне, чеченцу, нужно, или как украинцу это нужно, или кому-то другому нужно, а как американцу, давайте рассмотрим. Америка много что сделала. На Западе, здесь, в Европе, били ей по носу. Да что ты понимаешь, Америка, мы тут старая Европа, мы все лучше из тебя знаем, туда-сюда. И нравоучение. Америка такая, Америка сякая все время.
Началась война в Украине. Началась война, Америка должна деньги платить, Америка должна вооружение давать, Америка защищать должна Европу, все должны защищать. А эти кто, вот эти все, великая европейская демократия, там, права человека, они же все этого Путина тоже, мы же не только Америка, Америка там вообще закрылись там и до свидания сказали всем, по идее. Но они этого не скажут, они очень серьезно настроены, я так понимаю. И в итоге получается, что американцы говорят, ну что, хватит из нас лоха делать. Понимаете? Да, неприятно это. Нам всем неприятно, что американцы не хотят, чтобы из них лоха делать. Не то, что неприятно. Нам от этого пользы нет никакой. Понимаете? Потому что они перестали быть, так сказать, лохами. Дядюшка Сэм не лох, сказал тогда. Венс, по-моему, да? Или Хексит, сказал, кто из них там сказал. Все, они не лох. И они сказали, все, мы будем делать то, что мы считаем нужным, для себя выгодным в первую очередь. Америка прежде всего. Раз международное право уже не действует, вот посмотрите, в Украину идут вооружения, Украину воюет. После того, как падет Украина, первый удар получает Европа. Это большая катастрофа. Здесь, в Германии, и русские ведут себя, как у себя дома. Взрывают, убивают, поджигают, что хотят делают. И с ними еще далеко не поборолись со всеми. И торгуют. Нефть, газ, все идет туда. Здешние политики просто мечтают вернуться к Путину, там, к России и так далее. И тогда американцы говорят, ребята, понятно, мы там плохая демократия, мы там такие, мы там сякие. Но, елки-палки, вас же завтра будут мочить. Мы-то при чем? Даже на НАТО деньги не скидывают. Ну, давайте объективно просто. Понимаете? И у меня много есть претензий там, и к тому, что сейчас происходит. Где-то там нарушения есть. Есть нарушения международного права. Бардак вообще в мире наступил. Но по факту давайте смотреть. Скажут, слышите, ребята, идете-ка вы далеко, говорят американцы. Хватит нам этого всего, да, мы уже натерпелись. Давайте вы сами. Вот к чему мы в итоге пришли. И я думаю, конечно же, из НАТО Америка не выйдет, Америке это невыгодно, и с Гренландией разберутся, и с Канадой разберутся, и пояс по Северному полюсу, Северный полюс, Северный пояс, американцы сделают, потому что льды там в Арктике тают, там много полезных ископаемых. В самой Гренландии, там тоже много полезных ископаемых, тоже много льда, тоже будет, наверное, таять и так далее, и так далее. Но по факту Гренландия находится просто между проходом к Северному полюсу. И этот Северный полюс они хотят перекрыть. Как перекрыть Берингов пролив, создав вот этот туннель под этим. И там установить, чтобы там Китай, там подводные лодки китайские, другие не ходили туда. И Соединенные Штаты планируют, не планируют они бросить Европу, не планируют они бросить НАТО. Они планируют укрепиться самим, очень сильными, мощными стать. И, скорее всего, дело идет к мировой войне. И, скорее всего, война в том числе будет против Ирана, против мусульман, скорее всего, она может быть. Хотя половина мусульман за Америку, очень многие, вот Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, многие, я не знаю, это русским очень, я вижу, что русским нужно. Сейчас Западу нужно Иран задавить, а русским нужно, чтобы это общий фронт был. Так было у нас с чеченцами, у них был такой же вопрос. Западу нужно было там побороть там экстремистов, террористов и свергнуть режим в Ираке. А русским нужно было, чтобы это был всемирный такой крестовый поход. Причем сами сатанисты что-то за христиан тянут лямку, короче. И вот сейчас такой вброс, если вы заметили, что вот мусульмане. Вот это постоянно вот эта дележка, вот этот дербан такой идет. Деление нас идет на части. Поэтому я не думаю, что бросить. Я думаю, что Гренландию американцы возьмут, имеется в виду
купят. Купят. Никакой войны не будет с Гренландией, с Данией. Близко этого не будет. Но это как бы показательно, как Америка общается. И знаете, Дания ничего плохого нам, чеченцам, не делала. Я помню датский крест, Красный Крест, датский Красный Крест, который помогал. Это, наверное, самая спасительная такая организация была, которая огромное сделала. Поэтому против Дании я быть не могу по объективным причинам. Но я думаю, что Дания тоже много что сделала для того, чтобы вот ситуация зашла, вот на сегодняшнюю ситуацию с Россией, я имею в виду. Хотя можно было бы и дальше всех. И немцы много сделали, чтобы Путина сделать таким, какой он сейчас есть. И вот эта война, и Украина сделала. Все мы, все, вы все, вы все виноваты в этом. Поэтому, я думаю, договорятся. Купит, может быть. Он говорит, аренда не нужна, за аренду мы воевать не будем, он говорит. Трамп сказал, за аренду Гренландии воевать не будем. Ну, еще нужно народ Гренландии спросить. Это тоже есть, это автономная область в составе Дании. И они, если к ним ключ к их сердцу подобрать, я думаю, согласятся, если там немножко денег им забашлять, Дании там забашлять, еще что-то сделать. Думаю так. Поэтому и НАТО не развалится. Я думаю так. Посмотрим, как будет. Алейкум, Казахстан. Мой брат кинув курите. Отлично, молодец твой брат. Так, алейкум. Так, Кадыров жив, говорит Эржан. Я думаю, жив. Он воюет. Большой привет ему, Бандеровка, передавай, брату своему. Так. Российские дроны атаковали 2 гражданских судна в водах Украины. Да? Не слышал. Интересно. И знаешь еще, Старклад, что интересно, что украинцы начали бить уже по этим нефтевышкам в воде, которая в море находится. По-моему, Лукойловский, что ли, атаковали. Вот 9 января 2026 года российские ударные дроны поразили 2 гражданских судна в водах Украины в Одесской области, пределах украинского морского коридора возле портов Одесса и Черноморск. Это подтверждено украинскими официальными источниками, включая вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебу, а также ВМС Украины, администрации морских портов. Первое судно под флагом Сент-Ките Невис, по некоторым данным, это Балкер. Оно направлялось в порт Черноморск для загрузки зерном. Удар дрона произошел во время движения по морскому коридору. Судно сохранило мореходность, направилось в ближайший порт. Второе судно под флагом Коморских островов. Оно находилось возле порта Одессы. Что тут было? Перевозила сою. В результате атак погиб 1 человек экипажа, гражданин Сирии. Есть информация о раненых. Общее число пострадавших варьируется в источниках от 1 до 2 нескольких. Украинская сторона квалифицирует это как очередной акт террора против гражданского судоходства. Да, точно били. И вот как раз зерно. Зерно это у нас как раз Патрушев там этим занимается, да? Что-то опять там мутит. Призывает Лезгин к протесту, но сам не может поехать и противостоять путинскому режиму. Оппозиция на удаленке, так сказать. Поверьте, с выдуманным, быстро напечатанным своим ником, конечно, ты Никитос, Диан, молодец. Но я тебе скажу, я не призываю Лезгин к протесту. Наоборот, я призываю Лезгин немножечко потерпеть. Что если вы
собираетесь протестовать, я имею в виду, то большего, чем Россия для лезгин, для всех кавказцев, врага, чем Россия, не найти. Поэтому я призываю помолчать, потерпеть, я говорю. Я не отказываю их проблемах с азербайджанцами. Я ни в чем их не ограничиваю, их своих выражениях, своего недовольства. Наоборот, я просто прошу немножко подождать, не участвовать в этой игре, которую российские спецслужбы нам навязывают. Они нам готовят проект Кечкин. Это главарь банды УФСБ из Дагестана, которого перевели в Ингушетию, сейчас перевели в Ичкерию, временно оккупированную. И это провокация. И лезгинский народ ничего не добьется, если он инструмент в чужих руках окажется. Понимаешь? Вот о чем я говорю. Поэтому лучше дождаться, 2-3 года подождать, буквально 2-3 года, посмотрим, как события будут развиваться. И после этого, мы столько ждали, да, ждали. Вот поэтому, тем более, сядем вместе, мы кавказцы, мудрые люди, тысячелетняя цивилизация. У нас много есть, что дать миру и друг другу. Если это так, то мы должны придерживаться этого. Савелий, шалом алейхим. Мой тато хрестный вам тоже передает. Дуже дякую, вашему крестному тоже передавайте. Куму. Кум, да, по-моему, крестный. Не, крестный отец это не кум. Кум это если детей, которые крестят. Большой ему, большой салам. Слава Украине. Да. Вы читали Богдана Хмельницкого? Нет, к большому сожалению, я, может, где-то что-то так читал, но так, чтобы конкретно, не могу сказать. В СССР ждали и тут подождут. Да, вот чуть-чуть буквально, подождите, время такое. Сейчас у Азербайджана могут проблемы возникнуть. Давайте не будем добивать, да, поможем Азербайджану, чтобы, потому что нам нестабильность не нужна. Дело в том, что айсберг, отколотый гренландцами, наехал на Титаник. С тех пор не было мирного договора. Так. Добрый Мендель, добрый вечер. Алейкум салам. Так. Тут вот сколько не листаю, вот сколько... Я, друзья, перемотаю. Если есть вопросы, пожалуйста, повторите. Хорошо, я просто... Алейкум салам. 0,95. Лезгины костяк в силовых структурах Дагестана, офицеры, почти все лезгины. Ну тогда они меня не услышат, если я говорю сейчас не поднимайтесь против Азербайджана. Тогда я думаю, этот костяк тоже как мечети, которые строили в Ичкерии, русские оккупанты. Точно так же вот этот лезгинский костяк из офицеров, значит, специально делали там им такую карьеру, чтобы потом их бросить против азербайджанцев. Так вот, это провокация. Я вас уверяю, это большой сценарий, в котором отведена роль как тарана против Азербайджана для разжигания Кавказа у лезгин. Поэтому, да, кто служит России, пусть служит, мы им ничем помочь не можем. Простым людям, которых будут использовать, эти же сами гибнуть не хотят, они же умные все, офицеры, там, они же карьеру делают. Они будут простых лезгин использовать, чеченцев будут под религиозным соусом использовать, ингушей, других дагестанцев. Поэтому не поддавайтесь, вот что я хочу сказать, не поддавайтесь. Спасибо тебе за информацию.
Иногда вы приносите пользу. Троллятина, заходите сюда и приносите пользу. Так. Ну как они все реагируют. Смотрите, как предельно корректно, предельно уважительно я говорю про то, что я к лезгинам их уважаю, их проблемы, их то, что у них проблемы с азербайджанцем. Какие-то есть. Я вообще ничего не знаю на эту тему. Как пытаюсь я аккуратно быть. И какая агрессия, видите? Потому что этого не нужно им. И я ломаю шаблон, понимаете? Они сюда заходят, и вот у них тут все настроено, им сейчас нужно, сейчас Азербайджан втянется, появится северный, южный Азербайджан или северный Иран там появится, и там конфликты пойдут. И в этот момент нужно начать вот этот Лезгинистан создавать. Но это провокация, друзья. Провокация чистейшей воды. Чистейшей. И как они реагируют. Смотрите, как бы культурно, как бы вежливо я не пытался говорить, все равно на меня агрессия идет. Понимаете? Потому что я ломаю эту систему их. Понимаете? Я раскусил. 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 Забыл добавить флаг папуасов на стену, говорит Аткинс Чечен. Аткинс Чечен, твоего флага здесь не было, поэтому я повесил этот, хорошо? А у тебя, смотри, российский флаг, у тебя здесь, ты этот, боец, оказывается, как это называется, Battlefield, да, или Battlefield. Да. Короче, консерва еще одна, да. Ну вот тут уже начался все разговор про лезгина и Азербайджан. Как я могу не вмешиваться? Там помимо лезгина очень много других дагестанских народов проживает, которые там живут исторически. Смотри, Кавказин, Албания. Если ты себя считаешь лезгином и народом, то ты не должен называть другие народности и опуская свой народ до народности. Народность – это не сформировавшийся еще народ, это осколок от какого-то народа, формирующийся в другой народ. Поэтому не стоит так говорить. Хорошо? Во-вторых, если ты на самом деле искренне за лезгин, то что я вчера рассказывал, ты присутствовал, раньше говорил, и вроде бы, да, логично, последовательно, я вам это все объяснял. Поэтому, если вы реально не хотите, чтобы вы попали в какую-то катастрофу и втянули всех нас туда, да, где-то начнется, когда уже война начинается, это уже другие правила, другие законы. Потому что вот эти элита, как здесь пишут, что лезгины, элита Дагестана, то есть убийцы. Элита, дагестанские менты и ФСБшники, это убийцы. Лезгины, там, аварцы, чеченцы, не имеет значения. Это убийцы самые настоящие, служащие режиму. И сейчас, как они захотят создавать свое государство? Они от России будут отделяться? Такая элита, значит, это спланированная такая акция вот начинается. И когда эта война начнется, они отойдут в сторону, они образованные, они же менты, у них образование есть, они там опытные и все остальное, законы знают. А гибнут будут простые люди, под религиозным соусом и так далее. Бомбы пролетать на простых людей будут, идти там, убивать там, погибать будут простые люди. И потом, когда этих убьют, его брат приходит, и такой это уже такой механизм запускается, это уже отработано, уже мы это много раз видели. Поэтому я всех призываю, всех прошу вас, не поддавайтесь на провокации.
Пусть эти менты идут, любой национальности, какие хотят, если они менты, элита, если она хочет создать свое государство на территории России, то это получается сепаратизм, правильно? И Лезгинстан, он меньше, чем Ичкерия, меньше, чем чеченцев лезгинов там. И мы понимаем, что это все провокации. Значит, это все фейк, выдумка. То есть детонатор будут использовать. Не дайте себя использовать. И себя, и нас не дайте использовать. Понимаете? Вот о чем речь. Валейк салам. 0,95 люкс. Просто зашла поставить вам лайк. Спасибо, Сели Психолог. Большое спасибо. Правильно говоришь, Али Агада. Мне пишет. Так. Продай кепку, говорит. Ну, покупай, давай. Можешь мне сейчас донат на сколько? На 100 евро прислать, я тебе пришлю ее. Закидывай донат и потом присылай свой адрес, я тебе пришлю ее. Так, оно очень не нужно их представлять. Кому они должны были их представить, не поняла. Весь Кавказ для Кавказа. Абсолютно так. Смотрите, в Европе живут вообще европейцы спокойно. Почему мы не можем у нас на Кавказе жить? Мы что? Мы что, не крутые, что ли, да? Так и есть, многие просто не знают. Вот пытаемся объяснить, Алияга. Пытаемся объяснить, донести. И знаете, очень интересно наблюдать, как они реагируют, да, на это все. Так. В Азербайджане нету дагестанских народностей. Есть аварцы, лезгины, цахуры, живущие в Азербайджане, народы Азербайджана. Да, я не знаю, если честно, глубоко не вникал. Я знаю, что всегда есть трения где-то какие-то недовольства есть. Ну, а где Россия, там всегда проблемы. И вот не внутри же, вот ты пишешь, Дагестан, аварцы живут, цахуры живут. Ну, например, внутри Дагестана, они же не встают, внутри Азербайджана, они же не встают. Никаких требований у них нет, там их нигде, евреи там живут, их никто не ущемляет. А лезгины по какой-то причине, офицеры, как нам здесь подсказала дамочка, являются офицерами в Дагестане, вот такими большими, встроены в систему, и тут они решают. Вот закрадывается у меня, мечети начали строить заранее, лезгинов лет 20 назад начали на работу брать ментовку, да, там давайте, потом будем их использовать против Азербайджана. Вот, наверное, какая-то такая план такой идет. Интересно. Осталось все нормально будет. Да, мула, Кавказиан, да, мула. Нам не нужно никакие войны, нам нужно спокойно жить, созидать и развиваться. Потому что Азербайджан это та же самая Россия, только в уменьшенных масштабах. Интересно. Здесь вопрос задали. А ночью представили документ на Наурский, Шилковской района. Вот я отвечаю, кому они должны представить. Ну, Наурский, Шилковский, раньше как бы якобы они были ставропольские, нам отдали их, там передали. На самом деле это все наши земли были. Ну ладно, мы сейчас не будем, давайте территориальный вопрос, этот вопрос, который у нас будет стравливать. Да, у нас много за время
российской оккупации накопилось вопросов. Много. Ну, давайте будем их разбирать уважительно, честно и без России. Без России останемся, вот тогда будем. И не будем сейчас поднимать вопрос. Давайте все объединимся на том, чтобы не делить внутри тюрьмы, внутри камеры какую территорию. Ничего не принадлежит. Зайдет вертухай, всех нас выгонит, переведет в другую камеру или просто расстреляет. Правильно? Давайте мы просто сперва освободимся, а потом уже будем выяснять. Сперва выкинем этого вертухая. И потом будем уже сами тогда уважительно, как мы умеем. Да, враждовать мы всегда успеем, повоевать мы успеем. Если есть желание воевать, вон Москва, Кремль, полный вперед. А между нами воевать не стоит. Как-то так, Нео, как-то так. Ты сепаратист, говорит Лариса Безина. Нет, Ларис, знаешь, сепаратизм это отделение, да, когда молоко через сепарат машину пропускают, отделяется там масло, сметана, там сепаратизм, разделение. От одного цельного что-то идет, разделение идет. Так вот, для того, чтобы я стал сепаратистом, я должен быть с вами единым цельным, одним с чем-то целым. Я никогда с вами не был цельным, понимаешь? Ни языком, ни культурой, ни землей, ничем, никак, никогда. Историю свою, понимаете? Вы в лаптях когда-то где-то ходили. Мы там в кожаных сапогах там скакали на конях на этих. Поэтому мы абсолютно разные. Никогда я не был с вами, чтобы я был сепаратистом, понимаешь? Сепаратист это отделение от вас. А я вами не был, мой народ вами не был. Вы оккупировали, вы убиваете нас. Вы за 100 лет нам 2 геноцида проводите. Вы уже 6 геноцидов нам провели. Несколько депортаций произвели. Вы самое большое зло для чеченского народа. Ёб вашу мать. Хорошо? Извиняюсь. Так, Асан, ты самое, что интересно, в советское время лезгины не были во власти, были аварцы и даргинцы. Вот недавнего времени начали проникать во власть, как тебе уже писали офицеры, тебе пригодились. Да, вот смотри, Старсклайд, это очень хорошо, что она зашла туда, сказала, и я думаю, это не безосновательно она это говорит. Она таким образом хочет сказать, ты что лезешь, мы за Россию, там, туда-сюда. Ну, они за Россию, они реально думают, что России они нужны. А так бы они, аварцы и даргинцы, это ты прав, был глава аварец, там зам даргинец, и потом они менялись долгое время в Дагестане. Это такой баланс пытались. Это два самых больших народа, да, в Дагестане, которые проживают. А тут раз и лезгин начали, ментовку там везде просовывать там и так далее. И одновременно с этим в Чечне строят мечети. Понимаете? У Америки есть план. И этот план никто не скрывает. Бжезинский об этом пишет, они идут по этому направлению, они не скрывают этого. Абсолютно аморальный план. Абсолютно аморальный план. Мне не нравится этот план. Да? Абсолютно для Соединенных Штатов это непристойно такие планы вести. Но она уже, наверное, уже вышла из уровня, в котором она была, сейчас она на другом уровне США, как мы сейчас ранее чуть обсуждали. И вот они понимают, что они придут на Кавказ. Придут, понимают, что Иран это империя, которую будут давить. Турция это империя, которые не дадут воссоздаться, как стать снова такой Османской империей. И там посередине, если станут американцы, да, поддерживая Армению, поддерживая на свою сторону, привлекая Азербайджан, чтобы против Ирана, например, он выступал, потому что они и так и есть, они и так противники, и Турция противник Ирана и так далее. И вот посередине появляется Америка и Великобритания, англосаксы там появляются. Если они там появляются, то об этом русские знают, что вот через 20 лет, через 30 лет, Путин же сам говорил, мы знаем ваши планы, говорил Путин. Мы знаем, что вот вы там, если не будет России, зачем этот мир там, опять всю эту ерунду. Помните, он говорил? Вот он тогда говорил, мы знаем планы. Они, в принципе, и не скрывали их особо. Это их скрыть невозможно. У тебя есть вектор развития, ты по нему, поэтому
вектору двигаешься. И что можно сделать в этом случае? Надо русским свою имперскую, свою какую-то лепту внести. Они как собаки, псы бывают, когда лошадь, телега едет, гавкают, рядом бегают. Вот там что-то упадет, там барин сбросит хлебушек с телеги, и собачка там подхватит. Вот сейчас вот так русские и русская империя начинает вот так ошиваться. И они начинают вот готовиться к этому. Да, вот выходит так картина, вырисовывается так. Мечети у нас настраивают, они сперва топят нас в крови. Если бы чеченцы стали бы свободными, и мы завоевали бы свою независимость без оккупации, то в таком случае мы бы и дагестанцам помогли бы, и ингушам помогли бы, и лезгинам, и всем рядом, и черкесам нашим помогли бы, и все бы было бы отлично. Но этого русским не нужно. Им нужно, чтобы они управляли процессом и всячески воздействовали на Америку. И потом сказать, мы можем решить вопрос, если вам нужно. Американцы скажут, ну ладно тогда, давайте. Американцам самим в крови топить особо неохота, если есть кто-то другой, кто это может сделать. Зачем американцам этим заниматься? Да, давайте, пожалуйста, разбомбите их, уничтожьте, выселите их. А сейчас в Украине кто навоевался, им сейчас там жилье выдают, вот этих новых домах, всех вот этих исламские, они не близко они к исламу отношения не имеют, вот эти арабские сектора Газа, все эти вербовщики, все эти проповедники, вот эти все товарищи перемещаются туда, на Кавказ, террористическая база готова, все подготовлено, все, зажигай, поджигай и давай, десятилетиями можно. Американцы десятилетия терпеть не будут, дадут. И Турцию это, я думаю, устраивает. Вот это то, что мечети строили, это Турция тоже к этому прилагала усилия. Турция нам не строила, турецкие спецслужбы, я имею в виду, турецкие имперцев, я имею в виду, а не весь турецкий народ. Они строили мечети, они не строили нам заводы, они не строили фабрики, они не пытались нас даже освободить, признать нас, дать свободу, там еще что-то. Пытались только использовать. Только использовать. И все. Тогда Россия там установила свои вот эти оккупационные порядки, все, всех устраивает, все, это внутреннее дело. Убивайте, делайте, что хотите. Понимаете? Вот как делается. И здесь, в Европе, тоже вот в одну канву, когда вы понимаете логику их мышления, вы сразу все, что делается, оно складывается как пазл. Вот здесь, в Европе, например, тоже накручивали нам вот этих исламистов, накручивали вот всех вот этих пропагандистов, посмотрите. Они все с бородами, все там за ислам говорят. Вы только посмотрите, они все работают на Россию. Так какой ты ислам? Когда если ты работаешь на русню, короче, ты получается. Это провокаторы, которые нас на Западе представляют здесь какими-то исламистами, террористами, и нас будут выкидывать. И вот есть эти исламисты, и здесь много таких есть, находится. Не так уж, чтобы очень много, но есть. И вместо того, чтобы бороться с Россией, с Лубянкой, с оккупацией нашей страны, появляются другие товарищи, которые тоже, кто-то полезный идиот, кто-то по заданию действует, кто начинает вместо России говорить про исламистов. Вот исламисты какое зло, ислам зло уже начали говорить. Сперва исламисты, радикальная форма зло, потом все это забылось. Во-первых, вообще все ичкерийцы были. Вообще-то на минутку, когда я их знал, это все за Ичкерию, за свободу, там туда-сюда было все. Потом потихонечку это все отошло, и все начали чисто против исламистов. Мне говорили, нет, я говорю, вы что вы на ислам-то наезжаете? Что вы на исламистов даже наезжаете? Отметили, что они такие? И идите дальше, вон, Россия есть. Нет, исламисты главное зло. Как это главное зло? Если не будет России, не будет исламистов, это они их делают такими, они им вкладывают эту пропаганду, они им деньги дают, их кураторы все, начиная от Кавказ-центра, заканчивая там всеми остальными, Ломаевы, Закаевы, это все исламисты. Они эту тему продвигали. В 1999 году Ахмед Закаев, министр культуры, создал штаб по тому, чтобы против христиан воевать.
Не против русских они воевали. Кесна. Где там на России Кесна вы найдете? 2% там Кесна. Остальные сатанисты. Ленину там и Путину поклоняются. И Ахмед Закаев самый главный исламист был. Первый он в повязке, вот этой черной повязке, в Кремль он зашел. Где он исламист? Где он религиозный такой фанатик? Но представлял он нас на весь мир. Именно он таким. С одной стороны, Ахмед Кадыров нас представлял как джихад, там, мы там, священная война. С другой стороны, Ахмед Закаев, который изображал из себя радикального. И кто они оказались? Вот делайте выводы. Вот в этом направлении нас ведут. Здесь вот эти начали сперва ичкерийцы. Потом ты смотришь, они уже не ичкерийцы, они против исламистов. Я говорю, ну хорошо, обозначились, и они меня обманывают. Они. Нет, Аслан, ты знаешь как? Они против тебя, эти исламисты. Видишь, как они про тебя говорят? Я говорю, я знаю, что про меня говорят. Я знаю, как они про меня там гадости пишут, говорят. Но меня это не волнует. Понимаете? Меня не волнует. Это мы оказываемся в матрице, которую создает русские спецслужбы, и мы между собой начинаем. Давайте против ФСБ, против Патрушева, против Путина и реальных, настоящих будем называть. А так это то, что им нужно. Как только не будет ФСБ, как не будет России, не будет исламистов. Это 100%. Не было этих исламистов, пока Россия к нам туда не пришла. Понимаете? Она сделала из нас исламистов. Она представила нас, мы мусульмане. Как были мусульмане, так и останемся им. И весь мир может перевернуться, но мы останемся, кем мы были. И чеченцами, и мусульманами, какими хотим, такими мы и будем. Кто-то будет так исповедовать, кто-то так. Это наша свобода. У нас свобода вероисповедания. Мы свободный народ. Они мне таким образом. И я на это не ведусь. Я говорю, у нас тогда цели разные. Вот эти все, которые сидят целыми днями, рассказывают про там, выдумывают, ложь выдумывают про Коран, про сунны, про аяты, что-то чушь придумывают, сидят. И я говорю, у нас цели тогда разные. Потому что если у тебя цель разная, то ты придешь не к той цели. Вы боретесь против этих, а я борюсь против Кремля, против оккупации, потому что они убивали наш народ. Они дальше хотят убивают наш народ. И потом, в конце концов, уже не исламисты, когда я уже отошел от них, сказал, все, до свидания, они уже все мусульман. Все мусульмане. Может, хайп нужен, может быть, я не знаю. Может, они, я не знаю, зомбируют их как-то. Имеет Россия возможности спецслужбы воздействовать как-то. Но такая вот работа ведется. Сложная, трудная, но работа ведется. И одновременно с этим нас пытаются представить. Вот смотрите, здесь отсюда будут всех исламистов выкидывать. Однозначно всех. Кто рядом даже стоял с этими исламистами, их отсюда будут всех выкидывать. Это 100%, уже идет процесс. Тот, кто ездил домой, да, через Турцию, Турция все документы собрала и передала сюда, в Европу. Кто через Турцию летал домой, их документы передали. Они здесь приезжают, беженцы туда-сюда, а потом и домой летают быстренько. Все это выявляется. Польша передала. И всех будут отсюда выкидывать. И когда нас отсюда всех, тех, кого выкинут, да, выкинут, туда отправят, Чечню закроют, создадут Чечню, Дагестан, Ингушетию, там, кто еще там, кто рядом окажется, создадут исламистское гетто. А те, кто здесь в Европе находится, тем, кто дома находится, будут говорить, это враги мусульман, они за евреев, они за демократию, они против Корана, они против Мухаммеда, они такие и сяки. И абсолютно будут вот так ложно нас возводить. Чтобы они нас не слышали там. Понимаете? Одновременно. То есть такой мега-эксперимент над чеченским народом, чеченским, дагестанским, ингушским народами, другими народами пытаются поставить, чтобы их потом уничтожить. И сейчас мы это понимаем. Мы это уже раскусили их планы. Поэтому мы должны это понимать. И поэтому вот эти вербовщики, у меня другого объяснения нет, говорю, вербовщики, эти такие воинствующие атеисты, или как их назвать. Они не воинствующие атеисты. Они вчера все радикалы были.
Вот эти, кто сейчас борется против вот этих, не против просто радикалов, а против ислама в целом борется, они вчера были исламистами. Понимаете, с бородами, с автоматами, там у них свои группы были, группы убили, группы посадили, каким-то чудом они здесь оказались, и снова они начали бороться против уже всего ислама. Ну как это, как не провокация? Не понимаю, да, не понимаю. По-другому я это не могу просто объяснить. Вот так ведется против нас работа, друзья, и мы должны это понимать. Понимаете? Вот так вот ведется против нас работа. Так. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Спасибо, спасибо, что смотрите. Вы правду кажете, говорит Бандерок. Спасибо, Бандерок. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Завтра будет у нас стрим с Аядом Идиговым, с сопредседателем Президиума правительства. Приходите завтра в 7 часов по Берлину. На этом я свой сегодняшний стрим заканчиваю. Спасибо вам большое. Шадега дикр душу ночи. Самагатти дал мула тула моя бушон. Вай кхти, вай уже лилуш датшун саг. Вай иома дайтлаш. Адикюэль Маш, Оль, всего хорошего. До свидания. Сарклайз, спасибо тебе. Адикюэль, до свидания. И вам дякую, Бандерока.